В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Менее чем через 2 месяца, 9 сентября, в республике, как и по всей стране, состоятся беспрецедентные по масштабности выборы. Досрочно жители Якутии будут выбирать главу республики, народных депутатов Илтумен. Также пройдет ряд муниципальных выборов. О том, какие есть изменения в выборном процессе, как идет подготовка к выборам, что нужно знать избирателям, мы сегодня поговорим об этом всем с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии республики Александром Власовым. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, вы работаете в Центре избиркоме давно. Когда были подобные масштабные выборы у нас в республике? Ну, я прямо хочу сказать, что подобные выборы такого масштаба их не было. Ну, если не вспоминать про далекий период советской власти. Тогда действительно голосование проходило многоуровневое, сразу одновременно. И Верховный Совет России, и Верховный Совет Республики, и в районные советы, и в поселковые советы, и в поселенческие советы. Поэтому масштаб, безусловно, очень велик, и в постсоветский период времени это самые большие и значимые выборы. Вот помимо выборов главы республики и парламента региона, какие еще и в каких районах пройдут выборы? Да, у нас одновременно пройдет большое количество выборов и на муниципальном уровне. Это очень серьезно осложняет сам по себе процесс проведения выборов. Ну, нужно сказать, что у нас пройдут выборы в 15 муниципальных районах республики. Ну да, и город Якутск, где пройдут выборы и главы города Якутска, и городского собрания. В 22 представительных органов власти на уровне районов также будут выборы. Ну, 20 глав поселений и, значит, депутатов 7 представительных органов власти муниципальных образований. То есть вот такое значительное количество выборов предусмотрено на этот период времени. Вот вы сказали, что муниципальные выборы, вот, которые параллельно будут проходить, они немного усложняют процесс. То есть в чем сложность будет заключаться? Ну, сложность будет, ну, во-первых, для людей это в количестве бюллетеней, потом в самой процедуре голосования, то есть по одним бюллетеням, то есть в выборах главы республики, по общепартийному списку парламент, человек, открепившись, может проголосовать, но по остальным бюллетеням он не сможет проголосовать. С другой стороны, у нас будут и одновременно муниципальные выборы, где сохраняется возможность досрочного голосования, что тоже, значит, усложняет сам по себе процесс голосования. Вот на прошлой неделе стали известны итоги выдвижения кандидатов на должность главы республики. Ну, все-таки для нас это будут главные выборы фактически. Расскажите, как проходила процедура выдвижения, когда будет известен окончательный список кандидатов? Ну, по закону выдвижение начинается с момента тогда, когда были опубликованы в средствах массовой информации, то есть 14 июня и 3 июля этот процесс завершился. Но активная работа началась у нас с 26 июня по 3 июля. 3 июля к нам вообще пришли 3 кандидата, выдвинутые на должность главы республики. Нужно сказать, что вот из тех 7 человек, я думаю, опубликовано уже, все знают, кто это такие, эти 7 человек. Проблемы возникли у 2 людей, это у Силина и у Березкина. Ну, у Силина выдвижение состоялось на уровне Москвы, потому как нет регионального отделения в республике Саха-Якутии. Но там произошло то, что по закону предполагается, что выдвижение должно было быть съездом, а выдвижение состоялось советом их высшего органа. Ну а выдвинутый гражданской платформой Эрнст Борисович Березкин, там произошло примерно почти то же самое. Если здесь состоялась конференция на уровне республики, то высший орган, который уставом прописан, что он должен согласовать данную кандидатуру, этого не согласовал. Ну, нужно сказать, что гражданская платформа буквально недавно собрала вновь свою конференцию. На этой конференции они отозвали Эрнста Борисовича с выдвижения на должность главы республики Саха-Якутии. Ну, пока что этот документ к нам не поступил в Центральную избирательную комиссию, хотя представитель Центральной избирательной комиссии там был. Мы стараемся по, значит, приглашениям обязательно ходить на все подобные конференции. Но нужно сказать, что окончательная точка, она будет поставлена, когда мы соберем
соберем все документы. Ну и с 25 числа у нас завершается прием подписей, то есть муниципальный фильтр, где все те кандидатуры, которые выдвинуты, они должны будут знать нам от 263 до 276 подписей, значит, глав муниципальных образований, депутатов районного и поселенческого уровня для соответствующей проверки. Там есть еще один того серьезный момент. Это надо, чтобы было собрано 2/3 муниципальных районов, в 2/3 муниципальных районов нашей республики. Ну, это довольно серьезная работа, которую предстоит сделать. Ее нужно завершить будет до 25 июля, до 6 часов вечера. Вот тот момент времени X, когда все документы, которые необходимы, должны будут представлены кандидатам на должность главы Республики Саха-Якутия. Ну и, вероятно, тот момент, когда уже станет известно, сколько у нас кандидатов. Да, в принципе, уже станет известно, сколько у нас кандидатов. Сегодня пока что у нас выдвинуто 7 кандидатов. А каков порядок и сроки выдвижения на должность депутатов Государственного собрания? Ну, здесь процедура тоже прописана нашим законом. Значит, она у нас осуществляется, само выдвижение с 14 по 13 июля. И сейчас она идет довольно интенсивно, хотя вот на нашем сайте на вчерашний день выдвинуто всего лишь 20 человек. А у нас 70 мандатов, причем 35 идет по одномандатным округам, а 35 по партийным спискам. То есть вот те, кто выдвигается у нас по одномандатным округам, они должны выдвинуться, это выдвижение должно завершиться 13 июля до 24 часов. Ну а по республиканскому списку партийному это должно завершиться до 14 июля включительно. Ну, потом, после этого они рассматриваются документы для регистрации. Значит, они рассматриваются с 25 июня по 23 июля по республиканскому списку кандидатов, ну и до 25 июля по одномандатным избирательным округам. То есть мы вот к этому времени уже окончательно поймем с тем количеством людей, которые выдвинуты и зарегистрированы и будут баллотироваться на должности депутатов, народных депутатов Республики Саха-Якутия. Ну, сейчас вы сказали, 20 человек всего подали заявки. И вот как считаете, почему такое малое количество? Ну, я хочу сказать, ведь я вот когда говорил даже про главу республики, 3 человека принесли нам в последний день. Ну, а вот вы видите, что дата у нас прописана 13 июля, и наша рабочая группа, которая им занимается, они уже думают о том, не получится ли так, что это будет принесено также в последний момент многими. А как вы думаете, почему вот последний момент приносят? То есть, ну, это, наверное, уж такая практика вообще во всей Российской Федерации. Чисто российский принцип. Сделать все в последний момент. Хорошо, а какие-то новшества в законодательстве будут в эту выборную кампанию? Ну, безусловно, новшества довольно серьезные, которые внесены. Но первое, я уже частично сказал, это то, что сегодня все те одномандатники, которые выдвинуты партийными объединениями, они должны быть в начале списком представлены непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Сейчас вот мы рассматриваем эти списки, к списку прилагается и заявление, а потом уже по месту их нахождения оформляются соответствующие документы в тех окружных избирательных комиссиях, которые работают уже непосредственно на местах. Ну и если раньше партийные организации у нас подписи не сдавали, то теперь большая часть партийных организаций должна собрать 0,5% подписей жителей, то есть граждан Республики Саха-Якутия, имеющих право принять участие в голосовании. Лишь только 7 больших политических организаций, они не будут собирать вот эти подписи. Ну, это зависит от масштаба. Да, это вот эти парламентские партии, ну и еще 3 партии, которые также имеют депутатов на уровне УЛУСов или Государственного собрания Элтумен. Но нужно сказать, что для одномандатников, кроме вот этих 4 партий, которые являются парламентскими партиями, и, значит, 3 партий, которые имеют депутатов на уровне, значит, районных советов. Ну, я могу даже назвать эти партии, кроме парламентских партий, это Гражданская платформа, Аграрная партия, Российская партия пенсионеров за справедливость, они подписи не собирают, а все остальные партии собирают. Ну и одномандатники, вот кроме этих партий,
они должны будут собрать 3% подписей от, значит, тех, Числа избирателей. от числа избирателей в своем избирательном округе. Ну, примеры уже есть, люди активно работают над этим и собирают подписи для того, чтобы быть зарегистрированы. Будет ли вот голосование по месту нахождения, как в прошлом году? Да, это один из серьезных моментов. Голосование по месту нахождения обязательно будет. Значит, это, ну, если более детально на этом вопросе остановиться, по месту нахождения голосование будет в целом по избирательному округу Республики Саха-Якутия. То есть, и говоря о республике, на республиканском уровне выборы идут главы республики и выборы идут депутатов Илтумена по партийному списку. То есть 35 депутатов, которые идут по партийному списку, за них могут проголосовать любой житель республики, находясь на территории республики. Но для этого он должен будет по той же процедуре, как мы избирали президента Российской Федерации, за 45 дней, начиная с 45 дней до выборов, значит, заявиться в территориальную избирательную комиссию, либо через единый портал государственных услуг, либо через МФЦ, для того, чтобы принять участие в выборах. Ну и за 10 дней они могут прийти в участковую избирательную комиссию, написать это заявление и указать место, где они будут голосовать в Республике Саха-Якутия. Вот еще такой вопрос. В прошлые выборы были значительно так уточнены списки избирателей. И работа эта продолжается ли? И как можно избирателю узнать, есть ли он в списке или нет? Ну, безусловно, это один из таких серьезных моментов. Участие в выборах, для этого нужно, чтобы ты находился в соответствующем списке избирателей. Ну, уточнение и учет избирателей, он сегодня у нас происходит в Республике Саха-Якутия. Вот по тем людям, которые зарегистрированы на территории республики, мы эту работу завершили. У нас на выборах президента Российской Федерации таких людей зарегистрировано было 633,5 тысячи. Сейчас у нас 631,3 тысячи человек. То есть у нас количество самих избирателей на 1 июля сократилось на 2,2 тысячи человек. Сейчас над этим работают главы муниципальных образований. Списки избирателей они передают в территориальные избирательные комиссии. Ну а за 10 дней любой из граждан нашей республики может ознакомиться, придя сам с паспортом, безусловно, в списке избирателей на том участке, где он хочет голосовать, есть ли он или нет. Вот если его вдруг не окажется там, а он зарегистрирован на этом избирательном участке, он имеет возможность, значит, обратиться в участковую избирательную комиссию, они в течение суток поработают над ним, и он, скорее всего, будет внесен в соответствующий список для голосования. Если он придет в день голосования, эта работа будет проведена за 2 часа. Ну и я, как сказал, очень большое количество людей, это было на выборах президента России, мы надеемся, что наши жители активно будут участвовать в этом и на выборах парламента и главы республики. Это голосование по месту нахождения. Они также будут находиться в списке в отдельном журнале, который будет. Александр Васильевич, спасибо большое за информацию, которую нам сегодня озвучили. Я вам желаю успешно подготовиться к предстоящим выборам. И напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами. Спасибо.